Ингушетия на сегодняшний день участвует в 3 государственных программах. Большую помощь в приведении нормативного состояния дорог республики оказал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому, кстати, республика лидирует среди субъектов СКФО. Дороги действительно стали лучше. По национальному проекту региону были выделены дополнительные 301 миллион рублей. Досрочно и на 100% завершены объемы работ с приведением в нормативное состояние 7 автомобильных участков дорог общей протяженностью 20 километров. Город Сунжа, то значит там мы сделали дорогу, подъезд к ЖД-станции Слепцовская. Вот, это был у нас второй этап протяженностью 3 километра. Значит, сделали мы дорогу, подъезд Плиева от трассы Кавказ. Но это я попроще скажу, подъезд Плиева – это дорога, которая ведет к медицинскому центру. Вот, протяженность ее 1,77 километров. Значит, дорогу, которую мы сделали Гамурзиева-Насыркорт, это дорога 6,3 километра. Там тоже мы исправили полностью верхнее покрытие, заменили асфальтовое. Вот, сделали разметку, установили знаки. Дорога, которая сделана еще в самом Плиево, это Назрань-Сунжа. Там у нас 1,15 протяженность дороги до железного переезда в Плиево. Тоже мы ее там, мы ее и уширили, хотя у нас это была реконструкция, поэтому пришлось ее уширить, было уширение дороги. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова впервые была проведена долгожданная для жителей реконструкция автодороги Малгобек-Вежери-Юрт с протяженностью 12 километров. Местные жители испытывали большие трудности с передвижением. Еще одна долгожданная дорога по поручению главы Ингушетии появилась в отдаленном селении Датых. Первый этап выполнен. В настоящее время в сельском поселении реконструируется автомобильная дорога Подеск-администрация от автодороги Кавказ-Нестеровская-Алкунчми общей протяженностью почти 17 километров. Дорога на Датых у нас уже первый слой асфальта, нижний слой он уложен протяженностью 17 километров. Вот, сейчас уже приступили к укладке верхнего слоя 5 сантиметров. Ну, эта дорога, мы знаем, что была по поручению главы республики. Необходимо все-таки развивать дорожную структуру в этих отдаленных селах. Это у нас и программа такая, можно сказать, по республике. В ближайшие годы мы намерены развить эту сеть, именно направления, которые вот в такие отдаленные места. У нас есть еще, значит, в горной части Джайравского дорога, которая планируется на Кав-Доломит. Мы думаем, что эту дорогу все-таки сделаем в следующем году. Тоже она важная и для туристического кластера, важная и для производства разработки этого карьера, который там находится. В рамках программы развития автомобильных дорог в республике ведутся также работы на самых оживленных трассах Ингушетии. Основные работы завершаются. Мы завершили в этом году Назрань-Малгобек, Нижний Курк, Терек, 52-65 километр. Вот, значит, ведутся работы сегодня на Горогорск, дорога идет от Зязиков-Юрта. Вот, там уже в этом году планируем сделать как минимум подъезд до Аки-Юрта, хотя это сверх того, что мы рассчитывали в этом году. С 2019 по 2024 годы в целом в Ингушетии планируют реконструировать и отремонтировать в том числе и капитально свыше 98 километров автомобильных дорог. Из них 52,5 километра региональных трасс и 45,5 километров дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,5 миллиарда рублей. Дорогу, которую мы планируем в следующем году, это также называется Икажево-Сурхахи. Она очень там уже в ненадежном состоянии, дорога находится. И, значит, это основные. Дорога Яндери-Сурхахи тоже у нас планируется. Это у нас там 9 километров. Вот. То, что касается дороги, это дорога от Сурхахов на Алхасты, тоже у нас пока в плане, но в зависимости от того, будут ли средства на эту дорогу. Вот. Ну, мы рассчитываем в следующем году все вместе с нас проектом, с учетом агломераций, около 55 километров дорог
отремонтировать. Помимо основного строительства дорог, проведена большая работа по установке освещения и дорожных знаков в соответствии со стандартами и современными технологиями. Не только мы проложили там асфальт, все, мы, значит, там установили сегодня светофорные объекты, очень много, получается 26 объектов, если взять в общей сложности. Установлены новые знаки сертифицированные, вот, закупаются специально у поставщика, который имеет лицензию на изготовление этих знаков. Все это отслеживается, значит, специалистами Росавтодора, подведомственны им такие, значит, организации, которые занимаются чисто, значит, проверки качества работ. Ну, это Росдорни, Росдортехнология. Также в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» успешно первыми по России в Ингушетии реализованы 2 объекта общей протяженностью более 3,5 километров. Рина Цычоева, Магомед Дидигов. Новости 24.